Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммади ва аля али ва асхаби аджмаин. Всевышний говорит в священном Коране: Бисмиллахи рахмани рахим. Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум наран ва кудуха насу валь хиджара. О те, которые уверовали, вы остерегайтесь огня ада, также остерегайте свою семью от огня ада, который будет гореть из людей и камней. Остерегаться от огня ада самому — это означает отдаляться от запретного, то, что Всевышний Аллах запретил. Остерегать свою семью, за кого он ответственен, означает научить свою семью харам, халал. Что это означает, как это можно определить, обязанности также любого человека, мусульманина, научить своего ребенка, свою жену, также научиться самому в первую очередь. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует, говорил: лучшее, что родитель может дать своему ребенку, это хорошее воспитание. Воспитание детей в исламе является фардом, обязательностью для родителей и занимает одно из важнейших мест поклонения мусульманина. Дети, которые будут воспитаны оторванными от исламской веры, то их родители понесут бремя ответственности за свою небрежность в вопросе воспитания детей по исламу. А правильное воспитание является гарантией обретения счастья в этом мире и в том. В достоверном хадисе говорится: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслимин». Изучение науки – это обязанность каждого мусульманина. В этом хадисе имеется в виду, что каждый мусульманин должен изучить свою религию так, чтобы он умел выполнять все предписания религии, обязательные действия, также чтобы он научился отдаляться от запретного. Это обязанность каждого мусульманина. Будьте набожны и проявляйте справедливость между детьми, равно и одинаково проявляйте к ним заботу и внимание. Воспитание детей – это очень важная миссия родителей, долг родителей. Отец главным образом. Родители не должны оставлять детей без воспитания, надеяться на кого-то, что кто-то воспитает их детей и оставляет таким образом воспитание детей по умолчанию. Конечно же, родители никакого хорошего результата они не получат от этого. Их детей научит или улица, или интернет, или совсем люди, которые находятся в другом континенте, далеко от нас, совсем другими взглядами, радикальными взглядами и тому подобное. Вера в Аллаха включает в себя ряд основных понятий ислама, которым родители обязаны обучать своих детей. Это вера в существование Аллаха, это вера во владычество Аллаха и вера в поклонение Ему. То, что только один Аллах достоин поклонения. Воспитание детей мы можем видеть на улице. Мы встречаем на каждом шагу. Если мы зайдем в школу, в институт, результат воспитания. Или же на улице, когда старшие идут, молодежь, если уступает дорогу, если перестают кричать, громко смеяться, это красивое поведение, значит, родители их воспитали. А когда идут старшие, не замечает молодежь, наша молодежь, это говорит о том, что не то, что эта молодежь не воспитана, также не воспитаны были их родители. Поэтому это очень важная миссия. Исламская традиция предписывает, что наилучший подарок, который может подарить родитель своим детям, это хорошее образование, которое поможет ребенку вырасти ответственным человеком, способным неукоснительно следовать своему долгу перед Всевышним и людьми, рядом с которыми он живет. Когда родители планируют, какое образование дать своим детям, многие из них ориентируются на то, что образование должно помочь человеку построить хорошую карьеру. Но не это должно тревожить родителей при выборе образования. Наиболее важно уделить внимание религиозному воспитанию детей.
поскольку именно такое воспитание дает детям необходимые знания об исламе, на основе которых дети смогут построить с Всевышним правильные отношения, которые и станут залогом успеха не только в настоящей жизни, но и в будущей. Иногда на улице мы видим печальную картину, когда идут старшие, на скамейке сидит молодежь и не встают. Это не соответствует нашему воспитанию, менталитету чеченцев, нашим обычаям, адатам. Родителям следует при воспитании детей проявить терпение, предостерегая их от прочих вредных привычек и грехов, рассказывая детям о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о мусульманской вере, исламе и религиозных обязанностей. Следует избрать доступную для них форму, а по мере его взросления знания об Аллахе и исламе следует расширять и углублять, включая знания из различных областей шариатских наук, истории и этики, а также из области исламской культуры. Конечно же, родители в ответе за будущее детей. Если они воспитают правильно своих детей, значит, это залог счастливой жизни. Люди будут их уважать, любить. Также они смогут правильно вести себя в любом обществе. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все дети рождаются мусульманами, но впоследствии родители делают их иудеями, христианами, огнепоклонниками». Всегда в чеченском обществе уделялось очень большое значение воспитанию детей. Мужчина всегда защитник Родины, своей семьи, села, своей религии. В первую очередь, человек без воспитания уподобляется животным, но мусульманин должен выглядеть самым лучшим образом в плане воспитания, в плане религии. И, к счастью, многие представители нашего народа, нашей религии, ислам, показывают себя с лучшей стороны. Мы гордимся такими людьми, нашими братьями и сестрами. Хотелось бы пожелать родителям, пожалуйста, не отпускайте своих дочерей, жен, сестер, разницы нету, ночью без сопровождения. Это неправильно. Должен быть мужчина рядом, сопровождающий женщин, сестру, жену, маму, разницы нет. Рядом должен быть мужчина. Необходимо научить детей стремиться только к дозволенному. Родители не должны жалеть времени и сил на то, чтобы помочь детям сделать правильный выбор относительно того, как зарабатывать на жизнь. Следует подчеркнуть, что дети должны выбрать себе такое направление, которое будет обеспечивать им только дозволенный халяль заработок. Во времена халифа Абу Бакра, да будет доволен им Всевышний Аллах, к халифу подошел один человек, пожаловался на своего сына и сказал ему: «Мой сын не слушается меня. Он повзрослел, стал сильнее, и он меня не слушается. Поговори с ним». И тогда Абу Бакр, да будет доволен им Всевышний Аллах, велел ему привести его к нему. Отец привел сына. «Почему же ты не слушаешься своего отца?» Тогда молодой человек спросил у халифа Абу Бакра, да будет доволен им Всевышний Аллах: «Неужели нет обязанности отца перед сыном?» Абу Бакр, да будет доволен им Всевышний Аллах, ответил: «Есть, конечно же есть». И он перечислил обязанности отца перед своей семьей, сыном. Начиная с самого начала, Абу Бакр, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказал ему: мужчина должен выбрать себе будущую мать своих детей из благородного рода. После рождения детей он обязан дать им хорошее, красивое исламское имя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, говорил: «Поистине в день воскрешения вы будете призваны по вашим именам и именам ваших отцов, так выбирайте же хорошие имена». И с того дня, когда ребенок научится говорить, отец обязан учить его уже религии. Когда ребенку исполнится 7 лет, есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам: вы учите своих детей делать намаз, вы указываете им, вы заставляете их делать намаз, когда они достигнут 7 лет. Абу Бакр перечислял все эти обязанности отца перед детьми своими. Также он продолжил: отец обязан
научить его чтению Корана, определять запретное, дозволенное. Также отец обязан научить его благому нраву, то есть вести себя среди людей. Не только там среди своих родных, соотечественников или односельчан. Куда бы он ни пошел, он должен быть благонравным. И тогда молодой человек сказал Абу Бакру: «Валлахи, клянусь Аллахом, он мою мать купил на рынке. Когда я родился, он дал мне непристойное имя. Валлахи, он не научил меня ни одной букве из Корана, не научил меня намазу, определять халяльное и запретное». И тогда Абу Бакр сказал этому человеку: «Ты плохо отнесся к своей семье, прежде чем твой сын к тебе отнесся плохо. Кум анни», сказал: «Уйди от меня». Сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Не из нас тот, кто не проявляет жалость к младшим, не щадит их, не прощает, не проявляет к ним милосердия. И кто не знает уважения к старшим, кто не чтит старших, не оказывает им почета и уважения». То есть таковые не являются носителями мусульманской культуры. Во времена табиинов был один праведник. Все люди знали его как хороший сын для своей матери. Он вырос без отца, и люди как-то заметили, что он не ест из одной миски со своей матерью. И люди тогда спросили у него: «Мы знаем тебя как праведного мусульманина, хорошего сына своей матери. Почему же ты не ешь из одной миски со своей матерью?» И тогда он ответил: «Я боюсь, что моя рука опередит руку моей матери. Вдруг глаз моей матери падет на эту еду ее глаз, а моя рука опередит ее руку. Я боюсь этого», сказал он. Это прекрасный, благой нрав. Это результат воспитания правильного и хорошего. Конечно же, вы получите плоды этого. Непременно. Это очень большая ответственность. Призываю всех правильно воспитывать своих детей. Желаю вам всем праведных детей, чтобы у вас у всех выросли праведные дети. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.